Семьи образовывались за барной стойкой, я также видел, как они распадались. Из большого виски я ушел. Так. По целому ряду причин, то есть в том числе храп. Алкаголь, мне здаецца, гэта форма унутранай эміграцыі, форма мягкага беларускага супраціву, форма беларускага айкідо. Калі цябе як бы б'юць, а ты незаўважна руку можаш з кілішкам, можаш з келіхам падставіць, і агрэсар проскальзывая, як бы прослизгивая по датычнай. Алкоголизация, да, началась у нас скорее уже в начале 20 века. Угу. Алкоголь и друг, и враг. Я помню, мы ездили на Нарочь очень давно, и там в магазине сельском продавалась, на рубеже веков 2000 называлась бутылка. Табе крышечку прыняў, и с тобой зеленые змейки начинают размаўлять. Ну, белорусы, я бы сказал, очень сильно уважают личное пространство, но это очень сильно отличает по поведению в барах, я бы так сказал. Бо пакуль на абшарах айчыны, што ўсё толькі збіраецца быць, а ніводнай не знойдешь причины, каб не пить. В Беларуси нет навыков социальной жизни. Вот этого легкого разговора, знакомств, снятия стресса и вот этого массива мыслей в сознании. Да? Дешевая и плохая алкашка. Мы хотим быть свободными. То мы запрещаем продажу алкоголя ночью, то мы разрешаем продажу алкоголя ночью, то у нас вводятся какие-то для баров ограничения. Это была спроба падмануць сістэму і саскочыць з нейкага вось такога крючка. Ну, немагчыма па п'яні праводзіць камсамольскіх сходаў. Немагчыма па п'яні доносы там, не ведаю, страчыць, да? Она с этого потребляет доход, то... логики нет, потому что здоровье нации, по-моему, меньше всего интересует. Для Беларуси это же вариант на самом деле. Сидишь себе дома, тихонечко бьешь жену. Почему мы бухаем? Не смешно, правда? Об этом мы перетрем сегодня с прекрасными гостями. Они знают в этом толк. У нас на столе телячья печень. Не так легко найти в наших широтах хорошую телячью печень. Для этого нужен рынок с хорошими специалистами в области мяса. Эта телячья печень будет сегодня у нас печень по-венециански, потому что к теме «Почему мы бухаем?» что может подойти лучше, чем печень? Да. И наш первый гость – это человек, который знает толк в алкоголе. Он открывал 3 бара в 3 странах, точнее даже в одной стране он открыл 2 бара. Первый и второй он открыл в Беларуси, 3 в Украине и 4 в Польше. И поэтому мы приветствуем Егора Перехода, который сегодня с нами обсудит, почему мы бухаем. Егор, мы сегодня готовим печень по-венециански. Мои гости всегда боятся резьбы по луку. Я думаю, что ты не боишься этого. Ну, учитывая, что тема «Почему мы пьем», можно и слезу пустить. Так что вот это лук. Вот этот наш держатель мы новый купили для лука. Для лука. Вот. Нарезаешь полукольцами пополам, а потом полукольцами. Так говори. Да, а я показываю ему с печенью. Значит, о чем разговор-то, собственно говоря? Ты же открывал заведение в 3 странах, да? Абсолютно точно. Получается 4 или 5? 5, да? Вроде? 5. 2 в Минске, 1 бар в Киеве и 2 заведения, бар и городское кафе, мы это так называем, в Варшаве. Угу. Я об этом узнал, когда в самой первой программе, которую мы запустили, участвовала твоя супруга, которая вместе с тобой как бы участвует, да, во всем этом. Да, абсолютно точно. Мы с Саней, можно сказать, партнеры по бизнесу, не только по жизни. Я не знаю, как вопрос-то формулировать. Ты вообще пьешь? Я пью, иногда много, иногда стараюсь делать паузы. И алкоголь,
это, в общем-то, мой основной вид деятельности, можно так сказать. Ну да. Поэтому и коллега, и друг, и враг, все перемешалось тут, знаете ли. Я объясню, в чем дело. Когда ты только начинаешь пить вино, вот ты становишься человеком винным, да? Я раньше был человеком височным, и из большого виски я ушел. Так. По целому ряду причин, то есть в том числе храп, да? И вот и вино, да? Причем я в виски-то стал таким ценителем, реально ценителем. А с вином всегда ты начинаешь и такой: о, мне нравится Мальбек, мне нравится что-то все пожестче такое, знаешь, что такой насыщенный вкус, такой, и ты такой: о, да, танины. А потом ты постепенно, все приходят все равно к пино-нуарам. Ну, почти, да. То есть, или там к какому-нибудь там шабли, там, белым, да. И это твое образование, как бы. Во многом. Но, мне кажется, не обязательно нужно работать в баре, чтобы разбираться в предмете. Можно просто пробовать, ездить. Путешествие – это тоже очень такая история про алкоголь во многом, потому что с помощью бутылочки чего-то местного, будь то вино, джин, можно понять вкус региона. И оно еще все очень гастрономично сочетается с едой, которую там готовят. В Беларуси нет навыков социальной жизни, social life, да, и вот этого легкого разговора, знакомства, какой-то легкости, это самое, и немножко выпить, оно так как бы помогает, да, то есть помогает как-то вот пойти на контакт, снятие стресса и вот этого массива мыслей в сознании, да, то есть это все время грузит, а тут вроде как полегче, можно чуть-чуть спустить пар. Дешевая и плохая алкашка, которую потребляют вот эти вот люди, которые, типа, им надо почему-то там грузиться, да, и вот это провоцирует, как бы, повышение их интереса к этому. Или есть еще последний пункт, это мы хотим быть свободными. Ну... То есть мы находимся в неком плену, и мы такие: о, мы хотим быть свободными, поэтому это нас раскрепощает. Вот эти позиции, они для тебя, у тебя какая позиция? У меня позиция то, что все эти позиции имеют... Вот и ответ. То есть у каждого своя причина, почему он... Я про твою причину. Моя причина, потому что очень вкусно. Очень вкусно. Я как люблю вкусно поесть, так же люблю и вкусно выпить. Маленькое лирическое вступление, которое меня поразило. Статья в одной из газет лондонских о том, что пьет Ее Величество, еще когда она была жива. И они выводят формулу, опрашивают экспертов, и эксперты приходят к тому, что по меркам вот этого спектра она алкоголичка. Это было очень смешно, но вот если мерить классическими этими, потому что она выпивала приблизительно 3 коктейля в день. То есть практически каждый день. Это за сан писали? И алкоголь и друг, и враг. Абсолютно точно. Рассказывай, в чем он враг. Ну, как я видел, как, скажем, семьи образовывались за барной стойкой, я также видел, как они распадались. Ну, алкоголь в каком-то количестве делает людей агрессивнее. Иногда люди делают то, что они бы никогда не сделали. Он плохо влияет на здоровье. Наверное, это можно поставить в самое начало. Даже. Хотя непонятно, что сначала поставить. Но это все про responsible drinking. И каждый должен как бы это понимать. Когда рюмочка в руке у тебя находится, что это ответственность определенная. Да, согласен. Да. Согласен. Я в этот просак попадал не один раз и до сих пор попадаю, но у меня сейчас уже задача немножко другая. Я хочу оставить для себя, не знаю, удастся ли оставить, только потребление вот чего-то очень вкусного. Вот прямо редкого, вкусного, или того, что стоит попробовать. И уйти немножко от вот этого снятия своего
там, снятие стресса, ну, не снимает оно стресс, оно добавляет себе других проблем на самом деле. И вот это на самом деле тема, потому что вот эти фазы питья, допустим, вот сейчас новогодние праздники, да? Да. То есть как понеслась, да? Ну, ритуалы. Ритуалы, да. Во многих странах люди вот на январь и октябрь закрывают тему алкоголя и не пьют, допустим, 2 месяца в году совсем, да? У меня день рождения в январе, поэтому я не получается. Ты как-то, вот если ты потребитель, ты дозируешь это? Ну, как и у тебя, я тоже обжигался, конечно же. Поэтому да, стараюсь. Не всегда получается, но стараюсь, да. Но когда вот этот вот, типа, вот мы в стресс уходим, да, и тогда уже не важно что, да, то есть просто набрать градус, чтобы там ушли дурные мысли. Я понимаю, что это для многих мотивов, особенно учитывая в Беларуси, это, по-моему, просто прийти домой и что-то накинуть, это прям спасает, да, расслабляет. Ну, мне кажется, есть такой тейк у меня, то, что не всегда это сопутствовало привычкам белорусов, да. Все-таки такая алкоголизация, да, началась у нас скорее уже в начале 20 века. До этого пить как бы было некогда, надо работать, только, может, шляхта могла себе позволить развлекаться. Но наверное, в первую очередь это происходит из-за дешевизны. Я посмотрел вчера, зашел на сайт с белорусскими ценами, подготовился немножко, посмотрел, сколько стоит бутылка пива, плодово-ягодного вина и бутылка водки, и это, конечно, что у нас там на выходе? Жесть. Если не ошибаюсь, то 4 рубля 20 копеек. Это курс сейчас 3,2 где-то, по-моему. Это бутылка 0,7 крепенького вина плодового. Ну, это вообще бесплатно. Это да, бесплатно. Можно каждый день себе позволять эти вкусные вещи. Абсолютно точно. Пиво в 1,5 раза дешевле, чем в Польше, в которой мы сейчас находимся. Тоже недорогой. Бутылка водки там в районе $2,5. Все, типа, заходи в магазин и пошел. С 0,5. Можно брать даже целый комплект сразу. Да. И в $10 уложишься. Точно, и покушаешь что-нибудь. Мне, конечно, печень по-венециански, но... Ну, ты знаешь, вот это, наверное, то, что бьет по белорусам, да, то есть я имею в виду с точки зрения там алкоголизма, распада семей и прочего, вот это дешевизна бухла. Очень сильно. Я в это верю. Ну, не просто так скандинавы в их климате ограничивают я как раз хотел об этом сказать. Да. Некоторые скандинавские страны провели потрясающую работу как это назвать, по улучшению качества питья. Да? Шведы, например, у них тоже монополия, которая принадлежит еще королевской семье. И на самом деле, это в большинстве скандинавских стран. Это какой контроль королевской семьи над потреблением алкоголя. Что мы делаем? Я бросил лук, сначала накрыл крышкой, чтобы он чуть-чуть стал мягким. Теперь добавлю сахар, чтобы он карамелизовался. Вау. Печень подготовлена с солью, перцем и мукой, которую мы потом пожарим. И здесь будет вариться кукурузная каша. Собственно говоря, вот это и есть наш комплект. Я примерно так же готовлю со своей женой. Я порезал лук, а потом стою и разговариваю. То есть на этом закончил. А вам есть что обсуждать. Да. И вот скандинавы как бы в этом отношении они очень стимулировали за счет того, что дороговизна вот этих напитков, они очень стимулировали потреблением хороших вин. То есть люди стали пить лучше качество потребления алкоголя. Вот это же для Беларуси это же вариант на самом деле. Да, это вообще везде хороший вариант. У нас же постоянно в Беларуси была эта игра. То мы запрещаем продажу алкоголя ночью, то мы разрешаем продажу алкоголя ночью, то у нас вводятся какие-то для баров ограничения, то не вводятся. И это вот как будто бы
когда начинают пробовать, а потом смотрят, как это бьет по бюджету, немножко припускаются, да. Но скандинавы, да, для меня, конечно, была трагедия, когда я прилетел в Стокгольм в субботу в 4 часа дня, а магазины Уже государственные, закрыты? да, Да. до 3, я, конечно... А ты заметил график, как написан график работы этих отделов алкогольных в этих магазинах? Во-первых, все магазины спрятаны внутри каких-то там торговых центров, еще где-то не найти. Систембалагет называется. Систембалагет, да. И стоит график работы, и ты не понимаешь вообще какие-то цифры. Там типа с 2:15 до 4:45 следующий день, с часа 13, и я думаю, что происходит вообще? Нужно уравнение просто. Нужно, да, высчитать алгоритм. И, ну, говоря там про смолток, и это вот вещи, вот, которые тоже описывались, как социальная жвачка, да, алкоголь. Ну, когда я пришел работать в Пушку, в бар Пушка с самого начала ее существования, в 2015 году, собственно. И там в начале, когда я видел, как люди между собой общаются за стойкой, они не то чтобы там сильно разговаривали. То есть я пришел пить, зачем ты со мной говоришь, я агрессивный. Вот примерно такой вайб, да. И потихоньку это все уходило, то есть спадала вот эта вот, не знаю, сжатость. Ну, белорусы, я бы сказал, очень сильно уважают личное пространство. Да, это положительно. Это наше достоинство, безусловно. абсолютно. Качество, но это очень сильно отличает по поведению в барах, я бы так сказал, потому что то, где уже все преуспели, да, собственно, ты можешь заговорить с любым человеком в баре. У нас нужно было какой-то путь пройти. А как ты этот путь пройдешь, если ты не пойдешь, собственно, в бар, который нужно открыть и который эту культуру смолтока, не знаю, вкусного напитка тебе привьет, да? Опиши вот этот вот там с 12 по 20 год, вот эту барную ситуацию в Минске. Как бы ты ее описал? Ну, когда-то, я помню, я учился в ЕГУ, и когда ты приезжаешь в Вильнюс, там был другой мир. Абсолютно. Вот. И как будто бы есть барная улица, есть местечко, куда можно сходить, а ближе уже там году, там, условно, 17-18, приезжаешь в Вильнюс, кажется, что уже как-то несерьезно все. В Минске все довольно лучше выглядит. Ну, наверное, правильно будет сказать, я могу путаться в датах, но начало как-то коктейльной культуры в Беларуси берет свое начало с открытием бара «Стравинский». То есть ты считаешь, что вот именно Стравинский дал тот первый выстрел? Да. Аврора такая, да? Да. И, в общем, после него начали появляться места, потому что, ну, видно, что это было интересно. И многие классные бартендеры, которые впоследствии открыли свои бары, они вышли, собственно, из бара Стравинский. Его, к слову, не существует. Да. И потихоньку, помаленьку появлялись классные местечки, было много горящих людей, которые создавали вокруг этого, ну, движуху, открывались барные школы. Ну, это было прям комьюнити, классное комьюнити, которое привозило мировых звезд барных в Беларусь. Реально мировых звезд? Да. Ну, Алекс Кротена приезжал из Лондона. Это был на тот момент самый большой, наверное, человек. Он был в Минске? Он был в Минске, да. Симон Капараль. Все были в Минске, и по факту это было все на инициативе, ну, многих моих близких друзей уже, можно сказать. И я думаю, что, ну, бизнес же видит, когда бабки в этом есть, видит в этом перспективы, и много начало появляться классных баров. И сейчас, когда многие мои коллеги приезжают, к сожалению, сейчас очень многие переезжают, и часто это лучшие люди из сферы ну, не только в Польшу. Да, вообще, в другие страны, конечно. Они часто говорят о том, что, ну, как будто бы у нас было все немножко даже впереди чуть-чуть. Возьмем Минск 20-го, да, и Польша сегодня, как будто бы Минск 20-го с точки зрения коктейльной культуры, коктейльных баров, ну, был точно не хуже. Да. Беларусь уникальная ситуация с точки зрения алкоголя. Вообще, если говорить про то, как завести алкоголь в страну, как его продавать, то есть Беларусь — это единственная, насколько мне известно, страна в мире, в которой есть квоты.
То есть собирается комиссия, в которой там, не знаю, пожарник, учитель, Да, бухгалтер. и просто толстый Да. мужчина с красным лицом, да? И сидят и решают, сколько мы разрешаем ввести в Беларусь условно там кофейного ликера, типа, и такие, типа, 200 тысяч литров. Такие, А ты кто? Я принято. пожарный. Ну, молодец. Давай по кофейному договоримся, ликеру с тобой пожарный. И из-за этого, ну, это такой dark market просто алкоголя европейский, нигде такого в Европе точно нету. Ну, это в основном делается для того, чтобы продавать вот это свое дешевое бухло. Пабная культура Англии. Неважно какого города вообще. Это ты пришел, бармен уже тебе здорово, а ты грустный сидишь. Дай мне пинту пива. На тебе пинту. Он там свои, да, такой, что грустный? Ты такой, да Арсенал проиграл. Он такой, с каким счетом? 1-2. 1-2. Мой Миллуэлл вчера проиграл 6-0. Блин. Так что, старик, у тебя все нормально. Или там поругался с тещей. Вот это еще мое не знаешь просто. И вот это все время, это такая психотерапия. И пабы локальные, то есть они всегда, ты не едешь в паб куда-то. Да. Ты выходишь, и вот около тебя 3, и ты свой любимый идешь, и там люди не разделены по классам. Это владелец бара и операционист, банка и владелец банка, они сидят и бухают вместе. То есть и что-то о чем-то трындят, при этом бармен это такой психотерапевт, который, если что, тебя выслушает, успокоит, поржет, шутку подбросит там, еще что-то. Это такая пабная культура, которую я считаю, что ее должны были бы внести уже давно в ЮНЕСКО. Ну, на самом деле, это явление, да? Бармен точно не психолог, но тебе должно быть интересно в баре в любом случае. Если у тебя есть мут поговорить, ты должен получить эту возможность. Если не хочешь разговаривать, бармен в этом случае должен быть психологом и понять это, что тебе интереснее выпить бокал вина и, возможно, не обсудить Арсенал, потому что ты болеешь за Миллуэлл, который его выиграл в этот день, возможно, кстати, еще. Значит, смотри, что мы делаем. У нас готов лук, один из 3 компонентов. У нас подготовлена печенка, которую мы будем жарить последней, а сейчас мы приготовим кукурузную кашу. Класс. Я заливаю сюда бульон. Туда же забрасываю кукурузную муку, когда он становится кипящим. И забрасывая, помешиваю. Мы говорим сейчас о таком достаточно высоком уровне кулинарной и барной культуры, да. Но Беларусь-то входит в там, 3 лидеров по алкоголизму. Насколько я знаю, входила. Ну, вот помню, по-моему, в 17 или 18 году. Да, были литовцы тогда на первом. Литовцы на первом, наши что на белорусы на втором. Ну, вообще там Причем там коррелирует с суицидом тоже приблизительно. Абсолютно. И разводами, кстати. И разводами, очень да, сильно, да. Сейчас, я не знаю, возможно, просто мы же не знаем, как статистика в Беларуси читается, и как что в ВОЗ передается. Ну, да, Беларусь очень сильно пьющая страна, особенно если поехать в какие-нибудь небольшие депрессивные места. Там, конечно, по улице идешь вечером и больно смотреть. И там нету бара, условно, в который ты можешь сходить. Еще не кипит. Да. Ну, уже можно засыпать. Окей. Добро. Если засыпаешь, одновременно помешиваю. Одной рукой засыпаешь, второй помешиваешь. Я ведь могу сюда отойти. Поскольку ты человек ответственный за кашу. Алкоголь, сегодня за кашу, вообще-то за алкоголь, то вот в своем представлении приходишь к власти, тебе говорят, будешь, старичок, министром барно-алкогольной промышленности. Не промышленности, а... А чем Вадим Прокофьев займется тогда? Чем Вадим Прокофьев займется? И ты такой, окей, да, и твои меры, что ты делаешь в стране? Ну, я бы точно запрещал продажу алкоголя ночью, потому что, ну, мне кажется, это... со всех сторон. Вот меньше всего я ожидал сейчас от человека из бара. Ну, бар бы я оставлял, я бы магазин запрещал продавать, потому что сейчас можно, ну, я жил в Минске в районе универсама Рига. Я мог в 4 часа, не знаю, пойти ночью в универсам Рига и купить себе бутылку за $2,5 США водки. Это, конечно, так, как-то уменьшить можно, да?
Все, класс. Что еще? Ну, я бы отменил, я бы поднял минимальный порог на ту самую бутылку. То есть в Беларуси недавно я тоже, когда смотрел, сколько стоит чернила, да, ну, это уже общепринятое понятие, плодово-ягодное вино. Я видел, что в 2023 году летом подняли там, с 3 с чем-то рублей до 4 с чем-то минимальный порог бутылки. То есть это надо поднимать. То есть пусть лучше, скажем, условно, бутылка дорогой финской или шведской водки останется в той же самой цене. Лучше делать хороший продукт у себя в стране, и пусть он стоит не $2, а больше. То есть с чернилом что делать? Надо запрещать, ну что делать? Ну только оставить коллекционерам, которые названия эти выкладывают. А ты знаешь вообще, как эти рождаются названия? Я не знаю, но я помню одно. Я помню, мы ездили на Нарочь очень давно, и там в магазине сельском продавалась на рубеже веков 2000 называлась бутылка. И вот мне кажется, мне будет 80, я буду помнить. Меня больше всего подкупало вино, которое называлось вином. Ну да. Мы добавили, значит, к бульону кашу, теперь добавили молоко. И в конце мы добавим пару ложек сливок и цедру лимонную. И на этом, в принципе, у нас будет гарнир готов, а печень приготовится очень быстро. Хорошо, мы убрали вот эти плодово-выгодные вина. То есть, поскольку они нелепы, да, и более того, у меня ощущение, что любой врач может доказать, что это разрушительно для организма. Абсолютно точно. Но и мне кажется, тут даже логика может работать. Мы можем условно в акциз на алкоголь, который станет условно дороже, мы можем просто больше из него доставать денег на то же самое здравоохранение, чтобы разбираться с этими проблемами. Ну, как дети знакомиться с алкоголем. Часто это дед, который сидит за столом во время семейных праздников и коньячок подливает. Дедушка, привет. И часто, да, не знаю, там в школе с пацанами за гаражами по пивку. То есть это же, ну, как нету в Беларуси сексуального образования, так же нету и образования с точки зрения культуры питья, употребления, что это такое, ноль. То есть никто об этом не говорит, это очень доступно. Его продают, ну, детям, откровенно говоря. То есть я наверняка знаю, что можно и в 15 лет купить бутылочку пива, если сильно захотеть. Да, согласен. Надо работать в этом направлении, потому что, ну, не знаю, жесточайше доказывать, да, тех, кто, продает несовершеннолетним, потому что это начинается же... Но ты же понимаешь, что это, это возможно только при другой власти, да? Потому что пока она с этого потребляет сама доход, то, блин, логики нет, потому что здоровье нации, по-моему, меньше всего интересует. Ну, так и если ты пьешь постоянно и кое-как выполняешь свою рабочую функцию, то ты и проблем не создашь никогда. Да. Все, супер. Досуг тебе обеспечен бутылочкой вина. Вино, да. Которая на рубль подорожала, но все равно довольно доступна. И все, сидишь себе дома, тихонечко бьешь жену. Хотя тоже, знаешь, в Англии вообще встречаю постоянно и девушек, которые тут же смотрят футбол и ставят ставки, и которые кричат больше, чем это, а на матче так и вообще... Но больше всего поразило, мы стали иногда ходить на матчи женского Арсенала. И вот это очень любопытно. Это когда ты видишь мужчин в майках с женскими именами на спине. О, прикольно. Да, и когда ты видишь, что 50% стадиона это мужчины на женском футболе. Очень круто. Ну, особенно учитывая скандал в испанской федерации сейчас. Абсолютно. Знаешь, это такая история, когда еще не буду уходить в футбол, а то это может сорвать, да. А вот то, что на стадионах можно выпивать алкоголь в Англии, и в театре можно бокал, ну только не стеклянный, а пластиковый, пить во время спектакля,
не делает аудиторию хуже. Абсолютно точно. Вот это убеждение, что не, на стадионе нельзя. Почему нельзя? Почему в театре нельзя? Это же люди, не которые на вынос там уходят, да, проваливаются, а это люди, которые тихонько выпивают свое вино, смотрят, пьют благородный напиток. Да, для меня был шок, что я как-то тоже пришел на балет где-то далеко, и все с вином. Я просто как будто бы в Диснейленд попал, типа, идеально. Я могу не очень любить балет, но мне очень нравится вино. Вот. И куда начинает больше нравиться балет, когда я выпиваю вино. Ну, мне кажется, если говорить про Беларусь, почему в Беларуси запрещено на стадионах продавать алкоголь, хотя, по-моему, на матчах Евро каких-то кубков продавалось, но могу путать. Продавалось, то есть, получается, на внутреннем чемпионате нет? Да, по-моему, вот я на Борисов-арене выпивал пивко. Но это не точно. Нет, ты можешь купить его, выпить, вот получается в этом помещении, там, где не на трибуне, а уже выйти без него. Типа. Да. Вот, мне кажется, что потому что у нас фанатское движение очень агрессивное, стигматизированное, я бы так сказал. Не, ну оно везде агрессивное, ну смешно, типа, где оно не агрессивное? Но где-то почему-то можно пить пиво на стадионе, а где-то ты знаешь, мы заканчиваем готовить поленту, мы сейчас заканчивает уже жариться печенка, и мы будем сейчас накрывать на стол. Класс. Литературовед, писатель, поэт, либретист, преподаватель. Я не знаю, я долго перечитать, поэтому хватит. Просто Андрей Ходанович. Популярное имя. Здравствуйте. Андрюх, мы сидим здесь и обсуждаем тему, почему мы бухаем. Ну, мы так из большего поняли. И чему вы бухаете? Потому что тебя не было. Забираем вино со стола, я уже пришел. Сегодня у нас печень, это печень телячья, печень по-венециански, с полентой и карамелизованным луком. Коля, калі ты говоришь печень у контексте алкоголя, мне здаецца, что мы власную печень смажем и... Да, это так и есть. Это наша печень. Давайте за встречу. Да. Ну, будьма. Будьма. Чего б не было, отказ алкоголь. Радость, отказ алкоголь. Гора, отказ алкоголь. У скрайніх формах, якія часта ў нас здараюцца, скрайнія формы, алкаголь гэта альбо форма абсалютнага свята і карнавала, у які мы занурваемся, але гэта здараецца рэдка. А гаварыць мы будзем пра тое, што здараецца з намі часта. Алкаголь, мне здаецца, гэта форма унутранай эміграцыі, форма мягкага беларускага супраціву, форма беларускага айкідо. Калі цябе як бы б'юць, а ты незаўважна руку можаш з кілішкам, можаш з келіхам падставіць, і агрэсар
праскальзвае, як бы праслізгвае па датычнай міма. А ты схаваўся, ты ў доміку, ты ўжо 150 ці літр 150 грамаў прыняў і адчуваешся як хобіт у сваёй алкагольнай норцы. Ёсць у Пракопавіча, у народнага паэта, ніхто яму не прысвоіл, але па сутнасці, па справах ён нарпаэт Беларусі Владзімір Некляеў, палітык, грамадскі дзеяч, эстрадная зорка, паэт перадусім. Ёсць верш, яго Войцюшкевіч па сумяшчальніцтве спявае, «П'янка» называецца. І от там сустракаюцца тры хлопцы, тры дзядзькі, тры мэна, а яны ўпершыню аднога бачаць, магчыма. Адзін сталічны, два з рэгіёнаў, каб не сказаць, з правінцыі, трое з Менску, з Бярэсця, з Гародні, ледзьве знаюць адно аднаго. Дык чаму ж яны п'юць так гаротна? Проста так, проста п'юць. З нічаго. І мудрая як бы дабівка, пуэнта па-французску кажучы. Бо пакуль на абшарах айчыны, што ўсё толькі збіраецца быць, а ніводнай не знойдзеш прычыны, каб не піць. Я не знаю, что и как пила Беларусь скажем так, на стыке 19-20 века. Не представляю. Потом, я хорошо знаю, что она пила во второй половине 20 века и как она пила. Но вот эти вот зоны до того, я не знаю, из чего сформировался этот... То, что сформировано сейчас, это ужас. То есть, с одной стороны, такие подвижники, как Егор, они такие романтизуют и расширяют как бы палитру культурного принятия алкоголя. С другой стороны, абсолютно асимметрично власть гонит эту бурду, которой люди там спиваются, топорами друг друга рубят и умирают. Но я не понимаю, мы откуда пришли. Куда мы идем, я предполагаю, потому что мы вот такой прогноз дали, да, что могло бы быть, чтобы сделать хорошо. Я ведаю адзін маленькі перыяд, калі беларусы, але гэта ў шырокім сэнсе беларусы, гэта значыць палякі, літоўцы, літвіны часу Вялікага княства літоўскага. Я ведаю адзін кароткі перыяд, калі яны не пілі. Мабыць, таму іх хутка за гэта ў турму закрылі і разагналі. Гэта Віленскі універсітэт, гэта 1820-е гады, гэта два таварыства яны, як бы зросліся філаматы і філарэты. Да. Там быў архіпрэміністы наш земляк Тамаш Зан, ці Томаш Зан. Ён уводзіў культуру піцця малака. Вось яны чокаліся малаком, яны тосты казалі з малаком, і яны былі прасветленыя. Яны сапраўды выпраменьвалі чыстую духоўнасць, да? Чыстае нейкае натхненне, не падагрэтае алкаголем. Помните, адзін з самых змрочных твораў беларускай літаратуры «Знак бяды», Петрок, Степаніда, яны гоняць самагон не для сябе. Яны гоняць самагон як патроны, не ведаю, як з надзеяй падмануць, перайграць лёс, адкупіцца гэтым самагонам, да, як валютай. Але яны праігрываюць у гэтую латарэю. І партызаны, і немцы, і паліцаі, усе як бы звяртаюць увагу і пачынаюць з іх цягнуць, і іх фактычна гібель пачынаецца з гэтага алкаголя і заканчваецца. Самая змрочная, можа быць, 3 хвіліны нуднага, але я буду жестыкуляваць і блішчаць вачыма, я веру ў гэты сюжэт. Пачатак сталінізму. Завінчваюць гайкі. Заканчваецца беларускі нэп. Калі раптам усё можна, і 10 год беларусы верылі, што можна адначасова савецкую Беларусь мець, і гэта будзе карнавал, хранатоп і хрен знае што. Ужо ў 30-м зразумела, што ўсё будзе кепска. І паралельна з усімі гэтымі белапамі, асацыяцыямі пралетарскіх пісьменнікаў, да, з якіх саюз пісьменнікаў, ўсё гэтае мерзоцце вырасце, нараджаецца адзінае сімпатычнае мне таварыства ў гісторыі Белліта. Тавіс.
таварыства аматараў выпіць і закусіць. Яны як бы, вот што гэта было? Ці былі яны алкаголікамі? Сур'ёзныя цвярозыя даследчыкі, Віктор Жыбуль, прывітанне. Віктор піша даследаванне. Гэта не было алкагалізму, гэта была спроба падмануць сістэму і саскочыць з нейкага вось такога крючка. Ну, немагчыма па п'яні праводзіць камсамольскіх сходаў. Немагчыма па п'яні даносы там, не ведаю, страчыць, да? Вот сидзяць у афіцыйнай гэтыя літаратары, зашпіленыя на апошні гузік, з маскай савецкай, з трыбуны, а вот яны ж сядзяць у пагребку Ауэрбаха, як яны самі называлі, прывітанне Гёте. Савецкая 68, тагачасны дом літаратараў, падземны гэты самы рэстаранчык, і тут яны ўжо самі з сабой, хто яны ёсць. Чему мы бухаем? У нас свои версии были. Давай уже свою. Я асцярожна адну прапанаваў. Мы бухаем, як гэта рабілі у Тавізе, каб падмануць сістэму. Мы бухаем, адзінае, што дзе тут прычына, а дзе тут вынік. Спачатку травма, а потым буханне. Ці хітрых некалькі літаратараў дамовіліся між сабой, а давайте мы будем зранку выпіў, дзень свабодны. Да, давайте добухаемся до травмы. У гэтым сэнсе у нашага калегі Ігора Бабкова ёсць тэорыя, што, ну, ён, дарэчы, цытуе кагосьці з вялікіх, цэнтральны еўрапеец ці сярэдні еўрапеец заўсёды мусіць быць, ну, калі не п'яны, то крышачку на веселе і глядзець на гэты свет, бо мы жывем у размытым нейкім свеце. Ён мерцае, ён штодзённа змяняецца. Ты сейчас говоришь не только про Беларусь, безусловно. Я цяпер кажу пра тое, што, ну, Снайдер называў крывавымі землямі. Я гавару пра маленькія дзяржавы, ад якіх у кепскія часы нічога не залежыць. Яны жывуць паміж вялікімі суседзямі. Яны, гэта значыць, мы гатовыя ўсё аддаць дзеля сваёй незалежнасці, але гэтага можа крышачку не хапіць. З папраўкай на тое, якія ваўкадавы, ваўкарэзы злева і справа. У этой сітуацыі, як бы ты незалежней сябе, ты сябе лепш. Рэцэпт стары, дарэчы, яшчэ 19 стагоддзя, так рамантыкі у кепскі час давалі сабе рамантычная іронія. І часам алкаголь был спосабам, Гофман, зрабіць сабе двухсвецця. Ты сабе крышачку прыняў, і з табой зелёныя змейкі пачынаюць размаўляць. Моя любимая літаратурная сітуацыя, студэнт Ансельм, ну, конечно, гэта гениальная літаратурная метафора пахмелля. Ён трапляе пад шкляны каўпак. Вот сядзіць, помните, да, залаты гаршок, ён б'ецца галавой у гэтым шкляным каўпаку. Я думаю, Гофман так, можа быць, прачынаўся часам прыняўшы штосьці. А побач на палічцы, зараз самае цікавае, стаяць іншыя студэнты, яго папярэднікі, і таксама б'юцца галовамі. А ён кажа: сябры, вы не задыхаецеся, вам не цяжка, давайте разобьем нахрен гэтыя наши колпаки шкляныя. А ему кажут: ты что, дурень? Мы стоим на Эльпскім мосце, навокал Дрезден, гэта табе галоўку напекло, паглядзі, гэта рэчка блішчыць, гэта не шкляны каўпак. Ён нахіляе так галаву, і сапраўды рэчка, а потым так вяртае галаву у ісходную пазіцыю, да, і шкляны каўпак. Мы хочам быць унутрана свабоднымі, незалежнымі неяк. Усё гэтае мерзоцце, ну, не бачыць яго ва ўпор, але як толькі ты крышачку галавой паварушыш, ты ўжо гэта бачыш. Тая рэальнасць прыходзіць і абломвае табе кайф. І трэба яшчэ крышачку дабавіць дозу. Скажите, вы можете себе представить, что из вашей жизни алкоголь вообще ушел? Ну, сейчас вообще, если мы говорим про сферу ту же самую барную, сейчас очень сильно развивается история слабоалкогольных и вообще безалкогольных. И безалкогольных, да. Прям взрыв. Ну, наверное, ну да, можно и так сказать. Каждый год появляется что новое, большие бренды начинают выпускать безалкогольный джин, ром, бла-бла-бла. И если мы говорим
там, про вкус условно, и то, что ты можешь прийти с компанией друзей, которых их выбор пить, а ты вот, например, решил не пить, ты не хочешь, чтобы там сознание твое как-то менялось или еще что-то, но хочешь, чтобы ты не был, не знаю, белой вороной в компании. Ты заказываешь да, моктейль какой-то, да? и он выглядит точно так же, в такой же посуде, и не проигрывает иногда по вкусу. Поэтому часто возможно. Ну, что может повлиять? Не знаю, истории с здоровьем, наверное, какие-то, или еще что-то. Но вообще, честно скажу, когда месяц не пьешь, голова работает просто так хорошо. Да, это я согласен. Несравнимо вообще ни с чем. Я согласен, и это то, что говорит моя любимая жена. Она говорит мне то же самое. И это тоже называет. Ты в разных состояниях, да. У нейкім этапе я быў на адным міжнародным фестывале біенале паэзіі, гэта было даўно, і адзін з яго, ну, не арганізатар паэтаў, сяброў, ён па сумяшчальніцтве доктар прафесійны, і ён усіх удзельнікаў з розных краінаў, пераважна постсавецкіх краінаў, звадзіл на свой апаратик селезёнку, печёнку памацаць, а потым на фуршэце фінальным падвялі вынікі. У мяне выявілася, што ў мяне самая вялікая печёнка у садружнасці гэтых незалежных дзяржаваў. Я схапіўся за галаву. Мне адразу выпіваць на фуршэце расхацелася. І я плаўненька сеў на 1,5 годзікі на дыету, выключыў алкаголь цалкам. Але потым як бы далей праблема, што рабіць з сябрамі. Я пераважна не хаджу у бары, даруйце, калі ласка, бо да мяне знаёмыя прыходзяць, і мы там альбо на кухні, альбо ў пакоі сярод кніг у мірныя часы сядзелі свой віскарь там ці свой каньяк глушылі. Тут да мяне пачынаюць прыходзіць з вінаватым выглядам і 2-літровікамі таматнага сока, штосьці такое. Потым мае знаёмыя кажуць так, у Хадановича адключылася пачуццё гумару, затое паціху ўключаецца мізантропія. Вы казалі, што беларус чалавек з павагай да унутранай прасторы кожнага чалавека, але гэтая павага змяншаецца, калі мы апынаемся разам за сталом. Налівай, бо не ідуць. А вось яшчэ такога боршчыка пакаштуй. Ты што, не паважаеш зрэшты гаспадароў? І спрацоўвае адзіны аргумент. Вот чалавек, які за стырном, вот чамусьці да вадзіцеля, да кіроўцы ставяцца, адзіная адмазка. Таму я ведаю людзей, якія сабе фальшывыя машыны прыдумваюць і расказваюць, што яму заўтра зранку, напрыклад, ехаць за 1000 кіламетраў, а яму не трэба ехаць зранку, яму хочацца, каб ад яго адчапіліся, і ён выпіў 50 грам, а не 500. Ну да, абсолютно. Дякую, сябры. З намі былі Егор Пераход і Андрей Хаданович. Дякую, што вы былі з намі. І за вас. Алкоголь может дарить радость, а может убивать. Это очень разные функции одного и того же продукта. Но мне кажется, что нам нужно попытаться сделать так, чтобы мы не прятались от себя через алкоголь, чтобы мы находили радостные поводы. Да, тогда радостных поводов не так много в жизни, но зато и алкоголь не будет так сильно влиять на наше здоровье. А что говорить про печальные вещи? Ну, да, иногда он тоже нас, наверное, должен сопровождать, но нельзя в него прятаться. И потому что мы прячемся ведь не в алкоголе, мы прячемся от себя. И поэтому впереди Новый год, я имею в виду весь Новый год. И мы, наверное, после того, как его уже отпраздновали, немножко нажмем на тормоза, повысим свою концентрацию, уменьшим потребление и будем идти дальше, отмечая какие-то веселые праздники,
которые, я верю, в этом году будут. Берегите себя, думайте о будущем, живите настоящим.